Добрый вечер, уважаемый Андрей Анатольевич, члены общественной палаты, уважаемые гости. Я долго время вас задерживать не буду, хочу вас ознакомить с некоторыми цифрами, статистическими данными по укусам именно детского населения в городе Иркутске и Свердловске. Вот, я хотел бы сказать, что эта проблема именно не обострилась сейчас. Она была всегда достаточно очень остро. За последние 3 года в среднем приемное отделение Национального центра медицины обращается 120-140 человек с укусами эпидемии. Вот посмотрите, получается это 400 человек за 3 года укушенных. И это примерно составляет 50%, 60-70% от всех обращений, потому что еще есть новостности, еще есть поликлиники. То есть я считаю, что это количество для нашего небольшого города очень запредельно. Это было так всегда, и немножко отойдем после прошлого, и примерно такая же статистика. В среднем мы госпитализируем где-то 10 человек, достаточно серьезными укусами, то есть, вот, может быть, последний инцидент, это не были бесплатные личности, не бывает всегда, просто не все случаи так выходят на общественный резонанс, то есть эти случаи есть всегда, они были, и, к сожалению, не будут продолжаться, раз у нас такая обстановка. И самое главное, я хотел сказать, что по нашему анализу где-то 80-85% укусов детей и детского населения это произвели собаки, которые свободно гуляли, ходили по улице, такими группами, безнадзорные, возможно, это хозяйственные, да? Но мы не можем это отследить. То есть подавляющее большинство это укусы не там где-то дома, да? А именно на улице, именно собаками, которые отпущены, возможно, они беспризорные, возможно, чьи-то, да? То есть вот такая цифра, если вы можете себе представить, да, это 400 человек, да, это неповторно, это заново укушенные дети, и серьезные укушенные тоже могут быть. Так что мы считаем, что проблема очень серьезная, она на сегодняшнего дня, она в городе Иркутске стоит уже многие десятки лет. Просто вот последний случай он очень обострил, а эти случаи были всегда, они, к сожалению, здесь. Каждый день через день нам приводят таких детей, сами обращаются. Ну, вот моя информация именно по количеству укушенных по детскому населению. Может, вопросы будут? Общественная палата. Ну, у всех, может, короткая информация по вот этому уральскому мальчику. Мы называем фамилию, потому что родители просили вообще как бы меньше говорить информацию, да? Да, ну, мальчик 8 лет, 20 декабря получил множественные укусы, стаи собак в городе, на улице. Укусы достаточно обширные, всего тела, головы, лица. Ну, слава богу, там на месте лекции оказались квалифицированную помощь, мы его немножко вылечили, он сегодня выписывается. Серьезных таких жизненно важных повреждений нет, но надо сказать, что укусы очень обширные, критические, молодые разлуки, и вообще психологическая травма очень большая, выявляется для людей. А так, самый легкий это потом. Ну, по данным. Спасибо. Нет, можно, ну, мы сами не оцениваем, так, поэтому в средней степени качественного людей. А какой потенциальный вред ребенку малолетнему, да, недостигшему 10 лет, скажем, может нанести собака среднего роста? Ну, вообще, я думаю, до летального исхода, наверное, такая близко, как это были взрослые этапы, достаточно плачевные последние, но часть детей в последние годы таких сильных серьезных укусов, которые вызывали угрозу жизни. А так я считаю, что вот если как-то описывают даже здесь выступающие, ну, я сам знаю, представляю, как бы на базу какие-нибудь собаки, да, они могут достаточно серьезно влиять на улицу,